Жер-Тоголок – это новый образовательный travel-проект. Пособие для целеустремленной и верящей в себя молодежи, где популярный актер КВНщик Дженгиш Майрамбекулу и очаровательная телеведущая Чолпон Уламбекова расскажут вам о лучших образовательных учреждениях мира, о том, как и зачем туда поступать и какие возможности есть именно у вас. Вас ждет увлекательное путешествие в мир знаний, новых знакомств и море позитива. Оставайтесь с нами. Саламатсыңарбы, силер менен Жер-Тоголок долбоору. Мы продолжаем рассказывать вам об образовании в Германии и о Берлине. Анда эмесе даяр болсоңор, анда Das ist Volume номер 2. Let's go! Жер-Тоголок, поехали! Эй, баспайсың камераны алып, ким тартат бизди, жүрчү. В прошлой программе мы вам рассказали о языковой академии и о том, что только зная язык, в нашем случае немецкий, вы можете поступить в ведущие вузы Германии. Сегодня же мы расскажем о самих вузах этой страны, о студентах, которые там учатся, а еще мы прогуляемся по Берлину и его достопримечательностям. Чолпонду карасаңар, өзүнүн бактысын, өзүнүн сүйгөнүн издеп таба албай аткан, жалгызсыраган айымдардай болуп турат. Берлинский технический университет. 90 факультетов, более 34 тысяч студентов, 20% из которых иностранцы. Что ты считаешь, Жениш? Ошондо мен 10 бармагым бар экен, Уф, пойдем, у тебя точно не технический склад ума? Жок, токтозоң, менде 10 бармагым бар экен, ошондо. 10 бармак. Не деп атпын жаңы бияка туруп? 20% студентов иностранцы. А канча экен дегеле? Берлинский технический университет основан аж в XVIII веке и считается лучшим учебным заведением своей направленности. Более 30 тысяч студентов, пятая часть из которых иностранцы, учатся здесь. Масштаб университета поражает. Албетте, бардык окуу жайга тиешелүү факультеттерди көрсөтө албайбыз. Ошондуктан биз негизги корпусуна келдик. Жада калса аны көрүш үчүн да жарым күн коротуш керек экен. Ошону айтайын дегем. Друзья, мы здесь встретили еще одного нашего соотечественника. Зовут его Эрназар. Он учится в Берлинском техническом университете и находится здесь уже на протяжении 7 лет. Рассказывай, как ты сюда поступил? Ну, на самом деле, все началось у меня в 2010 году. Я приехал сюда на языковые курсы. Вот, продлились они 8 месяцев, были суперинтенсивные, по 5 часов в день, 5 раз в неделю. После того, как я сдал экзамен на язык, и у меня уже к этому времени был 1 год учебы в Кыргызстане и 1 год в Малайзии. То есть я смог выровнять разницу в 13 лет и поступил уже на первый курс. Проучился 3 семестра в университете Клаусталя техническом и перевелся в технический университет Берлина. Что бы я посоветовал нашим соотечественникам? Я могу по своему опыту сказать, что начать с языка там. Когда ты являешься студентом языковой школы, у тебя нет разрешения на работу, как у нормального студента, у тебя нет проездного. То есть ты полностью содержишься на содержании, в общем, или родителей, или еще каких-то стипендий. У тебя собственные расходы. Да, у тебя собственные расходы. Когда ты уже имеешь статус студента, то, во-первых, у тебя есть везде скидки, как у студента. Да, ты имеешь право работать 20 часов в неделю, ты не платишь налога,
и у тебя есть проездной студенческий. Как бы в Берлине проездной месячно стоит в районе 80 евро, то есть это уже экономия. Также ты можешь подавать заявку на получение общежития и так далее. Здесь все оформлено в стиле лофт, и минимализм европейский чувствуется в каждом углу, но при этом все так стильно, все так аккуратно, все так красиво. чоң аудиториялар, лабораториялар, китепканалар деги эле бүт нерсесине кызганчудай окуу жай экен. Таласта ушундай болсо, чиркин, таза мактанып жүрмөк экенмин да. Вот таким вот образом университеты притягивают к себе талантливых школьников, устраивая разные выставки, ярмарки для того, чтобы школьник мог показать свои таланты. Они действительно талантливые. Мен деле кичинекей кезимде жанагы сааттарды, буюмдарды алып туруп чачканды билчүмүн да. Чачып ошонун баарын көрүп, бирок анан чогулта албай калчумун. Такие выставки проходят каждый год, и сюда приезжают талантливые ребята со всей Германии, и некоторые работы действительно нас удивили. The three major factors, not only the water and the sugar, but also the pH degree, so it's very acid. Okay. Меня зовут Нурсултан. Я занимаюсь своим любимым делом, при этом внося свой вклад в жизни других людей. Наши студенты, записываясь на курсы, уже заранее выбирают определенный вуз. Только у нас полный спектр услуг, начиная оформлением документов, заканчивая сопровождением в Китай. Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Мы идем только вперед. Давайте вместе идти к целям. У меня брат, он как-то ждал год общежития, пока он его получит. То есть люди, когда ты только приезжаешь, я замечал многие, они начинают снимать комнаты, квартиры на короткие сроки. То есть кто-то куда-то уехал на месяц, на два, на полгода, на год, они на это время ему могут сдать. И цена там намного выше, чем среднего. Также многие студенты, они кооперируются между собой и создают, по-немецкому называется это ВГ, так говорят, сокращенно. Это значит, что они вот вчетвером снимают одну квартиру, в этой квартире 4 комнаты, и они уже пополам все делят. Там по 300, по 400 евро, комната, у каждого своя, общий туалет, кухня общая. И зал может быть общий. Германиянын окуу жайларында мугалимдер Кыргызстандагы мугалимдердей болуп, студенттердин артынан чуркап, окуу деп эч качан кыйнабайт. Тескерисинче Германиянын окуу жайларында студенттер өздөрү мугалимдердин артынан чуркайт, издейт аларды, интересоваться этет, кызыгат дайыма. Иши кылса эң башкысы булар окуганга умтулат да. Эгерде менин оюмча Кыргызстандын студенттери дагы ушинтип окуганга умтулса, баары сонун болот. Ар кайсы мамлекетке саякаттап баргандан кийин сөзсүз мен ал жерден өз жакындарыма, досторума, туугандарыма белекти алып алчумун. Бул ирет дагы Берлинден буйруса Бишкекке барганда мен сөзсүз белектерди алып алам. Эң башкысы өзүмдүн жакшы көргөн бир тууган досума Бакытка сонун белек таптым. Бакыт, бул белек сени күтүп атат бул жерде, бирок мен бул белекти сага алып барып берем.
Жактыбы? Немцы сами по себе довольно холодный народ, но максимально культурный. Это то, что сразу видно невооруженным взглядом. Германия Европа өлкөлөрүнүн арасынан эң кымбаттарынын бири. Ошондуктан жөнөкөй кыргыз студенти окуудан бош убакта ресторан, кафе, аттракциондорго бара албайт. Бирок биякта акысыз же болбосо аябай аз акчага көп нерсени көрсө болот. Рейхстаг – здание Государственного собрания, одно из самых красивейших сооружений в Берлине. Каждый год миллионы туристов приезжают сюда, поэтому оно считается самым посещаемым парламентом в мире. Коркуу сезими болот. Мен негизи бийиктиктен корком. А бирок могул жердин ичинде баардыгы прозрачный экен. Кичине коркуп атам үстүнө чыккандан. Ошон үчүн силер бара бергиле, мен биякта отурайын. Очень удобно то, что вы идете по определенным местам, и аудиогид, зная, где ты находишься, рассказывает, что ты видишь перед собой. Очень красиво. Посмотрите, что там за окном. Мы находимся возле одного из лучших университетов Германии. Гумбольдт атындагы университет. Германиядагы топ-5 мыкты университеттердин арасына кирет. Анда эмесе, даяр болсоңор, кеттик, let's go! Гумбольдт университети Германиядагы илгерки окуу жайларынын бири. 40 миңге жакын студент окуйт. Окуу жайды эки бир тууган негиздеген. Александр фон Гумбольдт жана Вильгельм фон Гумбольдт. Этот университет входит в 4 лучших вузов Германии. Экинчи кабат толугу менен сонун портреттери илинип турат. Кишилердин портреттери көрсө, ушул кишилер Нобель сыйлыгынын лауреаттары экен. Жана ушул кишилер баардыгы ушул Гумбольдт университетин аяктаптыр. Более того, оказывается, около 100 разных деятелей получили Нобелевскую награду именно выходцы из Германии. Ар кандай кишилер бар экен. Эмиль Фишер дейт, Якоб Хенрик ван Хольф дейт. Анан мен тааныган могул жерде бир киши бар экен. Мен эле эмес, силер деле баарыңар тааныйт болуш керексиңер. Вуаля. Альберт Эйнштейн. Друзья, слева меня находится очень крутое здание в Берлине. Это Берлинский телебашня. А, вот так, да? Хорошо, хорошо. А до 100 раз артовый, кафедральный забор, или как там он ударился на Дарья. Очень Мен сүйлөйм. Ты так разговариваешь. Сен өзүң турап койдуң. Так разговариваешь. Я культурный человек. Спорим. Яркий пример архитектуры неоклассицизма – Берлинский кафедральный собор. До Второй мировой войны имел высоту в 114 метров. После же реконструкции, пострадавшего от военных действий, собор стал всего 98 метров. Жаль. Жаль, что Джениш не понимает слова «неоклассицизм». Неоклассицизм – это классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве. Поняла? А? Знаю я всех. Очень много денег уходит на питание, поэтому мы решили познакомиться с одним из студентов университета имени Гумбольдта для того, чтобы узнать, что же здесь едят. Привет, Привет, Как тебя зовут? Расскажи о себе. So, my name is Conrad. I'm a 20-year-old bachelor student at Humboldt from Sweden. Been studying here for 6 months before going home tomorrow. Ага, Конрад, расскажи, пожалуйста, сколько денег в среднем уходит на питание у студентов в Германии? I probably spend around 230 to 250 euros a month on food, including restaurants and groceries. А как сэкономить студенту для того, чтобы расходов было гораздо меньше? Best way is probably to cook as much as possible at home and going to the Mensa restaurant instead of a regular restaurant, drinking your coffee in the Mensa cafe instead of Starbucks. Все очень просто, друзья. Неважно, в Кыргызстане вы или в Германии, нужно
нужно кушать дома, пореже ходить в рестораны и больше кушать в бистро или столовых. Обалденный вид. Река Штрайт. Так, что бы мне сегодня купить? Все-таки Лалафо – приложение для продаж номер 1 в Кыргызстане. Не веришь? Скачай приложение и убедись лично. Так, что мне теперь с этим делать? Обратно там же продам. Друзья, мы находимся рядом с университетом. Так, стоп, чопа. Не үшін дайыма сен сөйлей бересің. Мен де сөйлеп принесіп айтайыншы, мақұл ба? Ну, давай. Дайыма сен сөйлей бересің. Урматтуу достор, менин артымда турган университетти немистер өз ара Германиянын Оксфорду деп коет экен. Ну да молодец, друзья, университет Фрай, пойдемте посмотрим. Сен обязательно айтышың керек па аягында? Университет Фрай. Еще один вуз, входящий в 4 лучших, это Свободный университет Берлина. Мы таки не поняли значение слова «свободный», но этот вуз – лидер по количеству студентов в Германии. Если предыдущие университеты находились в прямом смысле в исторических зданиях, то это максимально современное строение. Более 80 зданий этого университета разбросаны в берлинском районе Далем. Для студентов есть классная вещь, которая позволяет сориентироваться, потому что здания очень большие, и здесь можно найти любое место. Молодой человек, что вы делаете? Туалет қайықта екен ме? Вот. Вам нужно прямо, налево и направо. Если ты студент, то вот для тебя классный лайфхак. Покупаешь бутылку воды за 19 центов и за 25 центов сдаешь пустую бутылку. Во-первых, ты экономишь деньги, во-вторых, бережешь экологию. Причем так делать не стесняются даже богатые люди. Что нас прежде всего поразило, это, конечно, забота об экологии. Везде есть урны. Отдельно для бумаги, для пластмассы, для пищевых отходов. Люди отказываются от машин в пользу велосипедов и общественного транспорта. Даже всем населением сдают бутылки. Друзья, вы представляете, бюджет этого университета 500 миллиарда евро. 500 миллиарда! Анандай қызықты факт, достар. Ушул университетте, Фрай университетінде 17% чет өлкөдөн келген студенттер екен. Ошондуктан, достар, силерде момдай мүмкүнчүлүк бар. Элестетсеңер. В каждом кабинете стоят аймаки. Просто сколько денег здесь. Обалдеть.
Тилекке каршы биз бул жака кечинде келип калдык. Ошондуктан көп студент көрө алган жокпуз. А бирок көргөндө деле эмне? Биздей эле адамдар. Просто акылдуураак, жашоосунда максаты бар, дүйнөдөгү эң жакшы университеттердин биринде окушат. Андан башка айырма деле жок го дейм арабызда. А у нас остался всего один день в Берлине, и мы решили его провести максимально полезно и успеть посмотреть хотя бы небольшую часть всего разнообразия столицы. Ошентип Чопа мени галерея музейлерге сүйрөдү. Музеи и галереи Берлина – это отдельный разговор. Если вы любитель искусства и истории, то вам именно в этот город. Тут даже отдельные городки с музеями есть. Цена на билеты колеблется от 5 до 100 евро, в зависимости от того, что бы вы хотели посмотреть. За 100 евро вы посмотрите абсолютно все. Но это долго, а мы с типичной для нас ленью решили посмотреть только эту галерею. И да, у нас не было 100 евро. Менин оюмча Германияга келгенден кийин ушундай музейге келбей коюш бул туура эмес. Сөзсүз келиш керек экен ушул жерге. Да, действительно, стоит потратить 10 евро для того, чтобы увидеть такие чудесные произведения искусства. О боже, какой ты неинтересный, а? Анан көрөк жүз сууга барып түшөбүз. Жүр, кеттик, а? Жүрчү. Жүрчү. Ал иштеки эмес. Баягыда балдар менен кафеден чыктык да. Чыгып алып такси токтотуп атабыз деп кой. Такси деп мен кыйкырып атсам, вообще токтобой кетип калды. Чопа менен кызыктуураак экен дегенмин да кичине. Чопа! Это мемориал жертвам Холокоста, расположенный в самом центре Берлина, на самой дорогой точке города. И пусть это даже небольшая, но все же дань уважения всем погибшим. Мемориал жертвам Холокоста начали строить в 2001 году и открыли для широкой аудитории только в 2005. С тех пор миллионы людей посетили это место. И никто, конечно, равнодушным не уходит. Урматтуу достор, мен азыр Берлин шаарынын зоопаркына келдим. Негизи менин ордума бүгүн чолпон зоопаркка кирмек, а мен чыныгы эркектей болуп Мерседес центрге барып машиналарды көрмөкмүн. А бирок акыркы моментте Чопа экөөбүз ушундай бир чечимге келдик да, алмашайлы депчи. Ошондуктан мен силерге бүгүн чолпондун ордуна зоопаркты көрсөтөм. Силердин да көзүңөр көрүнүш үчүн мен чолпондой болоюн, а? Привет, дорогие друзья! Сегодня мы смотрим зоопарк, и это очень круто! Пойдемте со мной! Келечекте Берлинге келип окуйм деген студенттерге же болбосо жөн туристтер катары келе турган болсоңор айта кетейин, 2018-жылда 15 евро 50 цент болчу. Экини алдым, сага деп алдым. Рахмат дебейсиң? Зоопарктын ичине мен өзгөрүп кеттим, э? Мынаки, биз зоопарктын ичине кирдик. Бул жерде өзүңөр көргөндөй сувенирлер магазини бар экен. Ичинде панда деп окшошпой калды, бирок ушундай эле болмок негизи чолпон алып барсак. Я нахожусь сейчас в Mercedes-Benz центре, а Дженниш находится в зоопарке. Просто в мире все должны быть на своих местах. А мы пойдем смотреть машины. Германия – признанный центр автомобилестроения. Таких центров и не только Mercedes в городе огромное количество. И я, конечно, не удержалась посмотреть лично. И знаете что? Особо не удивилась. Все это я видела или на улицах Бишкека, или в том же интернете. Так что просто ходила и мечтала.
I'ma be making all them deals you wanna do. I'ma be up in them A-list flips, doing one-handed flips, and I'ma be sipping, don't trip. Он 5000 жаныбар, 1500 жаныбардын түрү. Ошонун баары кошулуп Берлин зоопаркы. Саламатсыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул жаныбарлар дүйнөсүндөгү телеберүүсү. Силер менен мен Николай Дроздов жана жүрүңүздөр, мен силерге жаныбарлардын бардыгын көрсөтөм. А булар болсо теке. Чоңгыз, а басканы өзүнчө эле мадиял. Чоңгыз, тааныша албайлыбы? Келиңиз. Чоңгыз. Нам сказали, что ночные увеселительные заведения здесь странные, андеграундные, скорее всего, нам не понравятся. Поэтому мы пошли в то место, которое нашел Джениш. Ну, поверим ему на слово. Могундай автомат Берлин шаарында болгону экөө эле экен. Жүрүңүздөр. Кайсырга билесиң? Поскольку я сегодня выгляжу хип-хоп, то давай Ашри. Базар жок, вкусуңа базар жок. Албетте 30 мүнөт ичинде биз силерге баардык окуу жайларды көрсөтө алган жокпуз. Бирок эң жакшыларын тандаганга аракет кылдык. Европада окуш үчүн сөзсүз түрдө бай болуп же тааныштарың болуш керек эмес. Ар бириңердин мүмкүнчүлүгүңөр бар. Эң негизгиси аракет жана максатың болуш керек. Нам, конечно, очень хочется, чтобы наша молодежь училась именно в таких вузах и приносила пользу нашей стране. Побывав здесь, в Германии, мы действительно вдохновились образованием в этой стране. Келечектеги студенттер Германияга келип окуганга аракет кылгыла. Дерзайте, делайте. Бир жумадан кийин көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар жана эч качан унутпагыла. Жер тоголо.